Сейчас слово передается Кидерниязу Даниэлу Саидахмедовичу, Институт истории, археологии и этнографии, доктор наук исторических, ведущий научный сотрудник, профессор. Как известно, историю исламской печати Российской империи открыл Исмаил Гаспринский с печатания в 1883 году в Бахчисарае газеты «Терджиман», переводчик на литературном, тюрки и русском языках. С появлением этой газеты среди мусульман-тюрок страны активизировались движения местной интеллигенции за создание тюркоязычной печати. Активная деятельность крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского нацелена на обновление, приведение его в соответствии с новыми требованиями и нормами образования в школе, развития книгопечатания и периодической печати мусульман Российской империи была поддержана прогрессивной национальной интеллигенцией. Исмаил Гаспринский узаконил систему народного образования мусульман новый метод обучения джадидизму. Как известно, представители национальной интеллигенции, поддержавших модернизацию культуры мусульман России, назвали джадидистами, а сам курс за новый метод джадидизм. Единомышленники Исмаила Гаспринского были во всех уголках проживания мусульман в Российской империи. Одним из поддержавших это направление был карагарский нагаец Абдурахман Умеров. Умеров в 1889 году открыл новометодное медресе Низамия в Слободе Царевской под Астраханью, где наряду с религиозными предметами изучались светские науки. Являясь руководителем учебного заведения, он также преподавал арабский язык и литературу, мусульманские науки в выпускных классах. При учебном заведении существовало общежитие для иногородних. В медресе учились шакирды, ученики из всех мусульманских регионов страны, в том числе и Кавказа. Следует отметить, что медресе Низамия стала в рассматриваемое время одним из ведущих научно-образовательных центров среди мусульман юга страны. Выше уже указывалось, что Умеров тесно общался с мусульманской интеллигенцией страны. Он лично был знаком с известным кумыкским просветителем Абу-Суфьяном Акаевым, часто встречался с ним. Кроме того, между ними шла многолетняя активная переписка. Как известно, Акаев был поэтом, опытным педагогом, фольклористом. Его имя было известно не только в Дагестане, Чечне и Северном Кавказе, но и в Среднем и Нижнем Поволжье. Необходимо отметить, что на формирование Абу-Суфьяна Акаева как педагога и философа немало внимания оказала учеба в Казани, дружба с Абдурахманом Умеровым. Не раз кумыкский поэт Акаев в своей поездке в Нижнее Поволжье останавливался в гостях у Абдурахмана Умерова. 4 мая 1903 года мусульмане России торжественно отметили юбилей газеты «Терджуман», издаваемой в Гаспринском Крыму, в Бахчисарае. В этих юбилейных торжествах приняли участие Абдурахман Умеров и Абу-Суфьян Акаев. Кроме того, Абдурахман Умеров тесно дружил с дагестанским лезгинским просветителем, историком, философом, автором книги «Асари Дагестан» Гасаном Алкадари. Особо памятным событием в жизни дагестанского просветителя Гасана Алкадари были дни, проведенные им в гостях у Умерова. Известный дагестанский ученый, вернувшись домой, посвятил Абдурахману Умерову стихи. Газета «Эдиль», издаваемая Абдурахманом Умеровым в своей типографии, была широко известна за пределами Астраханской области. Так Алибеков, известный кумыкский поэт и просветитель, был активным читателем газеты «Эдиль». В 1909 году в одном из писем он писал, что, живя в Кизляре, начал получать эту газету, которая, цитирую, «смело скрывает проделки невежественных мул. Если почитаешь эту газету, то узнаешь, что она задевает и муршидов». Абдурахман Исмаилович Умеров сам также бывал в Махачкале. Об этих поездках он писал в своем дневнике «Турлю Вахаттага Саяхетлер» «Поездки разных лет». В данный момент рукопись хранится в отделе рукописей научной библиотеки Казанского федерального университета. Так, в частности, он записал в своем дневнике о численности ряда народов Дагестана. На 1924 год в Дагестане кумыков 162 760 русских, 113 710 армян, 1945, Ногай 56 041 человек, тюрки, ну это азербайджанцы, да, 34 656. Кроме того, внизу имеется интересная запись. Город Махачкала, бывший Порт Петровск, Народный комиссариат юстиции Дагестанской АСР, отдел шариата Кади Баркуев. В 1925 году Умеров совершил поездку на северо-восточный Кавказ, где в своих записях отмечает, что многие нагайцы в середине 19 века покинули родные места и эмигрировали в султанскую Турцию. В связи с этим сократилась численность нагайцев в России. Позже, в
1929 году. Он называет нагайцев фахир миллет, несчастный народ. Он также считал, что нагайцы должны иметь единую административную территориальную единицу. Умеров также указывает, что в пригороде Махачкалы живут тарковские нагайцы, засулавские кумыки, костековские, аксаевские нагайцы. Умеров утверждает, что правительство Дагестана ведет переговоры о объединении этих трех групп нагайцев. Он также пишет о десантских, дембайлуковских и дешкульских нагайцев Староболья. Вполне возможно, что в ходе этих двух поездок на Кавказ Умеров вел какие-то переговоры об автономии нагайцев. Вполне возможно, что в 1925 году в Дагестане состоялось несколько встреч Умерова с Абу-Суфьяном Акаевым. 30 июля 1925 года Умеров вместе с сыновьями Абдул-Хамидом и Абдул-Рашидом приехал в очередной раз в Махачкалу и был в гостях у имама Баязида шейха Хайруллина. Как известно, последний был выходцем из Уфимской губернии. В 1933 году подвергся раскулачиванию, похоронен в Махачкале. На следующий день вместе с Хайруллиным Абдурахман Умеров был на пятничной молитве в центральной мечети города. Затем они посетили Сульканский краеведческий музей. В Дагестане Умеров был в гостях у Абу-Суфьяна Акаева. Об этой теплой встрече его сын Абдул-Хамид пишет: Абу-Суфьян жил в Нижнем Казаниче, недалеко от Буйнакска. В моей библиотеке сохранилась его книга. Это сборник стихов дагестанских поэтов и произведений фольклора народов Дагестана. Маджму ал-Аш-Ар Ад-Джамия. Тимирхан Шула, 1912 год. Второе издание. Из Махачкалы Умеров поехал в Грозный, а оттуда в село Толстоюр. Здесь Абдурахман Умеров узнал, что по пятницам на базар приезжают терские нагайцы. Умеров обещали познакомиться с известным нагайским священнослужителем Балтен-Гады. Абдурахман Умеров с нестерпением ждал пятницы, чтобы познакомиться с Балтен-Гады. Пошел на базар искать поселок, но не встретил. Позже Балтен-Хады разыскал дом, где остановился Умеров. Их беседа затянулась за полночь. Нужно сказать, что их встречи состоялись еще не раз. Абдурахман Умеров был приятно удивлен высокой эрудиции Хады Карнагая. Карнагайские Хады настойчиво приглашал Абдурахмана Умерова в гости к себе. Гость из Астрахани обещал в следующий приезд на Кавказ обязательно побывать в гостях в Балтен-Хады. Но, к сожалению, этой встрече не суждено было сбыться. В 29-30 годах в доме Абдурахмана Умерова сотрудники ОГПУ провели обыск и изъяли рукопись, среди которых была рукопись «История нагайцев» в 2 томах. Оперативники забрали всю домашнюю библиотеку и личную переписку. В личном архиве Умерова только писем насчитывалось 1182 штуки. В них содержалась богатейшая переписка, его переписка с известными лидерами науки и культуры России, Турции, стран Ближнего Востока. В 30-х годах 20 века Абдурахман Умеров и Абу-Суфьян Акаев находились в ссылке в Архангельской области. Неизвестно, состоялась ли встреча на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Необходимо подчеркнуть, что прогрессивные астраханские нагайцы сплотились вокруг Абдурахмана Умерова. Формированию мировоззрения известной нагайской интеллигенции Булата Салиева, первого доктора наук, исторических наук, профессора в Узбекистане, Басира Абдуллина, Абдул-Хамида Джанибекова и других способствовало тесное общение с Абдурахманом Умеровым. Замечательная плеяда нагайцев Нижнего Поволжья, выросшая под влиянием известного просветителя Абдурахмана Умерова в 20-30-х годах 20 века, продолжила его начинание в становлении и развитии книжного дела нагайского народа. Именно они издавали книги на родном языке в 1929-1931 годах в Москве, центре издания. Столица Дагестана, Махачкале, с 1930 года под руководством Джанибекова успешно работал авторский коллектив, состоявший из астраханских нагайцев: Басира Абдуллина, братья Мурзаевых, Мирзаевых, Амината Абдуллина и супруга Кабира Абдуллина, Ниязова и других. Следует отметить, что Абдурахман Исмаилович Умеров пользовался огромным авторитетом в мусульманском мире. С самого начала 20 века он был делегатом всех съездов мусульман страны. В 1918 году он был избран имамом Мухтасибом Астраханской губернии. Есть данные, что он был следующим кандидатом на должность муфтия страны. Теперь мы с гордостью можем констатировать, что дела нагайского просветителя, выдающегося богослова, будут долго жить в памяти его благодарных земляков, способствовать воспитанию среди молодежи бережного отношения к национальной культуре и традиции. Необходимо также ходатайствовать перед вышестоящими органами о присвоении одной из улиц и культовому объекту Астрахани и районов имени Абдурахмана Исмаиловича Умерова. Спасибо.